Че ты бухой зашел в чат-рулетку, позоришь Казахстан? Зачем ты так делаешь? Казахстан? Да. Да чтобы этот Казахстан сдох нахуй вообще. Ух тышка. А с чем тебе Казахстан не угодил? Потому что это пидорская страна, нахуй. Ух тышка, вот это ты даешь. А ты живешь в этой стране, тебя заставили, ты почему не уехал? Да, в пидорской стране живу, конечно. Ух ты такой. Серьезно? Прям, прям в наглую штрафуют и все. А казахи, они чуть-чуть туповатые, законов не знают. М. И как-то лучше с ними. Там, правда, дальше у них... Так хорошо Дальше у них... начиналось. Слушайте, недавно смотрел Соловьева. Видел, у вас там какой-то языковой патруль ходит. Какой-то Что ходит? обкуренные ходят, заставляет русский на казахском разговаривать. Да, это мамбеты какие-то. Подождите, а вот эти парни, которые ходят, казахша, белисинбе, кричат там, зачем они так делают? Вы же многонациональная страна. Они просто националисты. И они говорят, типа, если ты живешь в Казахстане, то ты обязан знать казахский язык, они так думают. Подожди, я даже с ним как-то и соглашусь. Ну, А что, ну, не, а что мешало? он же не казах, он не обязан разговаривать на казахском. Смотрите по пальцам. У меня друзья. Ющенко Леонид, Украинец, это мой брат. Громков Дмитрий Яковлевич, это мой брат. русский. Алена Федоровна Полищук, это моя сестра, я могу ее назвать. Украинка. Тебя как зовут? Меня зовут Кайрат. Кайрат. Смотри, Кайрат, когда собирается Полищук, Ющенко и вот это русский человек, вы единая сильная команда, правильно? Вы единое целое. Получается, что мы единая семья, нас всех связывает один наш родной, исконно русский язык. Хорошо, если вдруг, не дай бог, из Российской Федерации пойдут зеленые человечки и будут захватывать админ здания в Казахстане, ты будешь на чьей стороне? Я не буду, я в глубинке живу. Хорошо, доберутся они до твоей глубинки и придут, вставят в флажок русский флаг. Ты что будешь делать? Я за свою семью, если пока мою семью не тронут, я не буду даже... А, ты прогибаешься, говорит, Россия священная, правильно? Прогибаешься. Ну, твою семью не трогают, говорит, Серега, ты Мою, татарин. главное, семью не трогай, и остальное похуй. А то, что, например, расхерячит твой Казахстан, тебе посрать. Поебать. Поебать. Все, понял. Меня зовут Руслан, я из Каменногорска, Казахстан. О, Аскимен, да? Да. Ну, обидное название, если честно, Искимен. А вы на правом или на левом берегу? Иртыша? Да. На правом. Слушай, говорят, что вот правый берег это исконно русские земли, левый это казахские как будто бы. Вплоть до 30-х годов, Угу. до 30-х годов, вот, все вот эти вот наши места, включая Семипалатинск, были Томской губернией. Томская. То есть это, как говорил один наш депутат, ну, российский, это исконно русские земли. Ну, по факту, да, потому что если бы не экспедиция Петра Первого, тут бы вообще ничего не было. То есть Петро I открыл, придумал название Россия 300 лет назад, правильно? И открыл Казахстан практически. Ну, знаете, это... Слушайте, а столица Казахстана где была вот раньше? Вот какой-то русский город, или Челябинск, или где вот было? Оренбург. О, Оренбург. Это тоже врут казахи, да, что это казахский город? Ну, знаете, тут на данный счет у каждого свое мнение. Столицей Казахстана был Оренбург, потом была Кызылорда. Не-не-не, Кызылорда такое дело, это оно так и осталось. А почему сейчас Оренбург в чужом государстве, если это столица Казахстана была? Что случилось? Ну, это все хрущевская дележка, на мой взгляд. То есть, получается, это не исконно русские земли у вас, а исконно казахские земли у них. Я бы сказал, что вот эти вот земли, которые находятся на севере Казахстана, особенно на северо-востоке,
Это исконно земли сибирских татар. Сибирских татар.